В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Краленкова. Добрый вечер. В начале озвучу основные темы уходящего дня. На автодороге Яна в Якутии открыто движение по нескольким участкам. Теперь автомобили могут проезжать от села Токума до села Томтор. В Якутске строятся новые дороги и остановки, но жители нового микрорайона Северный остаются без главного – автобусов. Узнаем подробности о проблеме. Больше 5000 комплектов одежды для участников СВО шили добровольцы движения «Тепло.ру». Узнаем подробности о мастерицах и их историях. Завершился форум родительского сообщества «Родные любимые». Мероприятие объединило родителей и детей и всех неравнодушных в вопросах поддержки семьи и воспитания детей. В столице республики завершился 16-й международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Узнаем, сколько медалей завоевали якутские борцы. На автодороге Яна в Якутии открыто движение по нескольким участкам. Теперь автомобили могут проезжать от села Токума до села Томтор, а также по сезонным объездам от села Томтор до реки Тора-Юрях и от поселка Подагай до села Хаисардах. Максимальная разрешенная масса автомобилей на этих участках составляет 10 тонн. С 14 ноября стало возможным движение по региональной дороге Индигиры. Также открыт участок автодороги Усть-Куйга, Казачьи Кресты, Усть-Янск. Кроме того, продолжается открытие ледовых переправ на реке Вилюйч, Сунтар, Устье с допустимой нагрузкой до 4 тонн. Увеличена грузоподъемность переправы через реку Оленек до 10 тонн. Всего на данный момент в республике официально открыто 7 ледовых переправ. В Амгинском районе Якутии в связи с началом ледостава предпринимаются меры для обеспечения безопасности на водоемах. Уже открыта ледовая переправа Амга-Усть-Мая на реке Амга, рассчитанная на транспорт грузоподъемностью до 3 тонн. Толщина льда на данный момент составляет в среднем 40 сантиметров. Сотрудники ГИМС, ГИБДД и представители администрации проводят профилактические патрулирования. Также сообщается, что на прошлой неделе была открыта переправа Амга-Чакыр. Дорожные службы ведут работы по подготовке ледовых переправ с октября, соблюдая все нормативы. Нынче снега мало, поэтому ледостав прошел нормально. И вот как никогда по сравнению с прошлыми годами нынче вот эта ледовая переправа открылась рано нынче. Так, хочу, пользуясь случаем, предупредить водителей. Обязательно соблюдайте, вот знак стоит до 3 тонн, ни в коем случае нельзя большегрузным машинам переходить, потому что в прошлые года были случаи провала под лед. Население Якутска растет каждый день, появляются новые микрорайоны, которые требуют создания инфраструктуры. Но в микрорайоне Северном при уже построенных автодорогах, запущенных автобусных остановках нет самого главного – автобусов. В проблеме разбиралась наш корреспондент Вероника Таюрская. Чуть более 10 лет назад площадь Якутска выросла за счет появления 2 территорий. Так на карте столицы региона появились микрорайон Сатал и квартал Северный. Заселение новых земель предполагает развитие инфраструктуры. С этим у жильцов Сатала и Северного проблем по сути-то своей и нет, но трудности кроются в другом. Как бы дорогу построили, свет проводили, на уличное освещение до сегодняшнего дня это не работает. Вот частные машины, таксисты, там такси один человек 500 рублей. А автобус 52 рубля получается у нас. Там есть автобусные остановки, но сами почувствуете, сами будете почувствовать с середины вот этого северного квартала до остановки это километров 2-3 получается у нас. По сообщению местных жителей, уличное освещение, которое было подключено, проработало от силы полчаса, после чего ни один фонарь не загорелся вновь. Вот свет не подключились в этом году давно полчаса и все, отключили. Все радовались мы, что подключились, вот свет будет. Так и нет сегодня. Но больше всего жителей Северного волнует проблема отсутствия автобусного сообщения. Получается так, что при проектировании автодорог автобусная остановка была заложена и впоследствии открыта. Но до сегодняшнего времени до нее не доезжает автобус.
Для того, чтобы выехать из центра Северного, необходимо преодолеть по неасфальтированной и не по освещенной дороге 2,5 километра. На это обычному пешеходу потребуется 25-30 минут. Если же вы выезжаете на машине, то время в пути займет 8 минут. Из-за того, что у нас нету садиков и школ, нам нужно выезжать непосредственно в город. Ближайшая остановка у нас находится напрямую зимой 4,5 километра. Там через трассу она у нас идет аж 7-9 километров. Ну и представьте, наши дети здесь 50 градусов должны идти до остановки. Такой промежуток. Для того, чтобы довести детей хотя бы до ближайшей остановки, необходимо пройти целый квест. В межсезонье районная дорога превращается в болото. Во время собрания с администрацией микрорайона Марха и другими муниципальными учреждениями местными жителями была высказана идея о запуске маршрутки в квартал Северный. Вообще предлагали мы маршрутку хотя бы вот тут собирать и где-то там ближе к тундре, наверное, где есть маршруты побольше, хотя бы туда вывозить. Наши дороги не позволяют для больших автобусов. Согласно генеральному плану города Якутска, размещенного на сайте Министерства экономического развития России, в Северном предусмотрен заезд автобуса, так как дорога, проходящая через территорию квартала, обозначена как магистральная дорога районного значения с автобусной линией. Наш телеканал направил запрос в администрацию микрорайона Марха для выяснения деталей. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. В зоне проведения спецоперации работают не только логистические подразделения, но и мобильные ремонтные группы. Их задача – максимально быстро вернуть технику в строй. Механики уже восстановили свыше 200 единиц машин, включая квадроциклы «Сокол», поврежденные в ходе боевых действий. Среди специалистов Евгений Савельев, который служит в ремонтной бригаде 2,5 года. Вместе с ним трудятся еще 5 человек. По словам механика, к восстановлению техники нередко подключаются и сами бойцы, необходимые запчасти закупаются по мере необходимости. В данный момент много переделали, упростили как бы по запчастям, что уже не надо ждать те же самые запчасти с Приморья, с Якутии, которые можем приобрести здесь на месте. Как бы сейчас уже начинаются уже поломки не механические, а в основном полностью уничтоженную технику восстанавливаем. Ну, уже большой опыт именно по восстановлению набрали. Ну, работаем. Обратная связь, конечно, есть. Все благодарны. В республике продолжается работа по адресной помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. Проводится программа реабилитации, организуется санаторно-курортное лечение и оказывается активная материальная помощь. В Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве обратилось 434 участника СВО и 655 членов их семей. Из них 208 направлены на профессиональное обучение и трудоустроено 654 человека. Кроме того, Министерством здравоохранения Якутии запущен электронный сервис «Медицинский помощник», благодаря которому участникам СВО стало проще задать вопрос врачу о получении медицинской помощи или записаться на прием. Так, на сегодня 221 семья получила возможность газификации своего жилого дома. 747 родителей военнослужащих прошли санаторно-курортное лечение, а 555 членов семей военнослужащих получили возможность выезда к месту лечения военнослужащего. В медицинских и социальных учреждениях республики 1544 участника СВО и 2887 членов их семей прошли курсы реабилитации. Метр за метром, стежок за стежком. Больше 5000 комплектов одежды для участников СВО шили добровольцы движения «Тепло рук». С открытия в октябре 2022 года цех ни разу не прекращал свою работу. С трудолюбивыми мастерицами познакомилась моя коллега Эржен Гармаева. В цехе «Тепло рук» звук швейной машинки не смолкает с утра до самой ночи. Волонтеры на важной миссии – снарядить бойцов-якутян удобной и функциональной военизированной одеждой. Руководит самоотверженными женщинами Ирина Савина. И даже в день рождения, который, кстати, сегодня, она на своем посту. Работать без выходных Ирина привыкла. Такой бешеный темп она держит 3 года с основания добровольческого цеха. Я пошивом одежды, тем более дизайном, никогда не занималась. Я даже не думала, что я буду заниматься этим.
Пришла беда, отворяй ворота. Когда мы начали, вот нас было 3-4 человека, естественно. Мы все пришли со своими швейными машинками, такими допотопными своими. Ага. Ну, потом где-то в течение года у нас, видите, как преобразился наш цех. От любительского уже мы превратились уже вполне профессиональную. Понедельничным днем здесь немноголюдно. Большая часть волонтеров приходит вечером, чтобы после работы оттарабанить вторую смену по зову сердца. Шьют все. И дождевики с брезентовыми сумками, и теплые шапки с флисовыми костюмами, и даже шевроны по индивидуальным заказам. Спорится работа в руках у профессиональной швеи Аполлинарии Филипповой. Женщина живет в Алекминске, но на зиму приезжает в город помочь и детям, и единомышленницам. Но я думаю, это мой долг. Сейчас такая ответственная, мне кажется, пора для нас, для всех жителей Якутии. Поэтому каждый должен, наверное, помогать. Хотя костяк движения уже сформировался, добровольцы рады делиться знаниями. Опытные швеи из Якутска побывали с мастер-классами чуть ли не во всех районах республики. Приятно все-таки самой пошить одежду для своего мужчины. И вот сегодня в цеху свежая кровь. 20 числа улетаю к сыну. Он у меня танкист, командир танка, тоже 2-й год. И я пришла заказать костюм сыну. И мне сказали, что совершенно не хватает рабочих рук. Машинки я вижу в первый раз. Я вообще не швея, никто. Человек далекий от этого. Конечно, немножко волнуюсь. Пришлось кое-что переделать, но все равно. Как признаются сами волонтеры, после окончания СВО все умения даром не пропадут. Одежда прекрасно подходит для активного отдыха или, например, охоты. Да и мастерицы расширяют спектр. Недавно они начали заниматься изготовлением одежды для инвалидов и даже разработали специальную линейку под названием «Улар». Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Очередную материально-техническую помощь отправили в зону СВО из Алданского района. На этот раз были объединены силы 2 поселений города Алдана и поселка Ленинский. Что получат на передовой, узнавал Руслан Павлов. 2 автомобиля под завязку, заполненные гуманитарным грузом, получат военнослужащие из Алданского района, которые защищают рубежи Родины в зоне специальной военной операции. В посылках письма от родных и земляков, маскировочные сети, медикаменты, продукты. Это нашим ребятам в зону СВО, то есть отправлены 2 автомобиля с гуманитарной помощью. То есть это то, что непосредственно собрали как муниципалитеты, так и население города. То есть для наших бойцов, для того, чтобы могли продолжать, что называется, нести службу. На этот раз посылка получилась комплексной. Ресурсы 2 поселений Алдана и Ленинского были объединены, и груз уже на подходе к зоне СВО. На сегодняшний день они уже в Ростове, нас ждут. Завтра мы сами выезжаем туда и своим ходом с Ростова завезем ребятам, передадим. Также эти автомобили были дополнены гуманитарной помощью, за что огромное спасибо отдельно это Ленинскому, Лебединному. Люди собирали, укомплектовали. Также всем предпринимателям города, района. Самыми необходимыми на фронте являются электронные и технические устройства, беспилотники, электроника, антидроновые помповые ружья, так называемые расходники. Их также получат наши служащие. В основном просьбы это радиотехника, это коптеры, это FPV-дроны, масс-сети, в основном тоже автомобили, мотоциклы. В основном вот такое вот, что необходимое, потому что это расходники. В военное время понятно, что где-то сжигает, где-то ломается, где-то что-то. На очереди к отправке еще один автомобиль УАЗ, который также наполнят разного рода гуманитаркой. То есть в самое ближайшее время будет подготовлен и еще дополнительно будет направлен также в зону СВО для наших алданских ребят. Население, предприниматели и крупные предприятия Алданского района не прекращают поддержку военнослужащих. Надежный тыл и соучастие придают нашим бойцам силы, которые они показывают на полях сражений, уверенно продвигаясь вперед к победе. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан, Ленинский.
В Якутске обсудили актуальные вопросы репродуктивного здоровья в рамках национального конгресса «Экология и здоровье человека на севере». Так, на конференции «Репродуктивное здоровье. Междисциплинарный подход» собрались специалисты со всей республики. В ходе мероприятия обсудили организацию медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии. Особое внимание эксперты уделили медико-социальным и демографическим аспектам проблемы. Ни для кого не секрет, что наши молодые слои населения, они очень малочисленны. И поэтому, чтобы обеспечить демографический потенциал России, чтобы обеспечить воспроизводство России, мы должны сохранить репродуктивный потенциал нашей молодежи. Будут освещены и социальные аспекты решения проблемы, и демографические, экономические аспекты, и, конечно же, медицинские аспекты, которые будут воспринимать, слушать, принимать к действию, реализовать на практике в самых-самых отдаленных уголках Республики Якутия наши дорогие практические врачи. Завершился форум родительского сообщества «Родные любимые» в рамках месячника материнства и детства в Нерюнгринском районе. Мероприятие объединило родителей, детей, педагогов и наставников, неравнодушных в вопросах поддержки семьи и воспитания детей. О насыщенной программе форума расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Год назад в рамках движения первых в Нерюнгри стартовало формирование родительского сообщества «Родные любимые». Мы находимся в процессе становления, но опять-таки все больше родителей присоединяются, узнают о сообществе. И, конечно, в дальнейшем, как такая определенная стратегическая задача, это сформировать ядро активного родительского сообщества, тех именно родителей, которые могли бы транслировать вопросы, какие-то интересные форматы взаимодействия с родителями непосредственно в широком смысле, и мы бы с удовольствием поддерживали. Потому что самое главное наша задача – это, конечно, укрепление, формирование традиционных семейных ценностей, укрепление семьи как главного ресурса для воспитания подрастающего поколения. В этом году форум начался с презентации сообщества «Родные любимые», выступления экспертов, посвящения в наставники движения первых. В рамках всероссийской программы «Мы, граждане России» прошла торжественная церемония вручения паспортов юным нерюнгринцам. Молодые люди, члены Совета первых местного отделения движения первых в Нерюнгринском районе, организовали теплое мероприятие для родителей – интерактивный квиз. Сплотить семью, чтобы вспомнить, наверное, как это вместе проводить время. Если, допустим, кто-то мало, проводит время, мы больше их сплочаем. И просто приятно проводим время. Мы только рады подарить хорошее настроение, хороший позитив. Во второй день форума самые активные семьи первых приняли участие в спортивных соревнованиях «Семейная команда». Все мероприятия форума были направлены на семейное взаимодействие для сближения разных поколений и снова подтвердили, что только общими усилиями можно создать в семье атмосферу, наполненную заботой, пониманием и любовью. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленске прошел практический семинар для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, активных граждан, гражданская площадка «Содействие». Провела его социолог, кандидат социологических наук, создательница и автор пабликов для НКО Анна Яковлева из Санкт-Петербурга. Площадка работала 2 дня, идейные ленчане узнали много полезной информации, необходимой для создания НКО. Что такое гранты, возможности и ограничения грантового финансирования для НКО? Кто и как их дает? О проектном подходе, почему он важен и как выбрать грантовые конкурсы для поддержки своей организации. Об этом и многом другом рассказала участникам гражданской площадки Анна Яковлева. Гранты – это далеко не единственная история, но с нее очень интересно и удобно начинать. Да? И тоже поговорим о том, какую вообще роль грантов на разных этапах развития некоммерческой организации. Также эксперт провела индивидуальные консультации, образовательные курсы для руководителей некоммерческих организаций. Рассказала, как правильно составить заявку и проработала с участниками часто допускаемые в проектах ошибки. Эта площадка создана для того, чтобы руководители и сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций собрались и почерпали нужную полезную информацию от приглашенного эксперта. К нам приехали из Талона, из Чимчи, Северной Нюи, Мурьи, Артанахара. Очень отрадно видеть, что люди хотят
сделать лучше свои поселения и участвовать в таких конкурсах. Представители некоммерческой организации из села Бичинча тоже стали участниками гражданской площадки. 2 девушки только открыли свою НКО. Планируют заниматься добрыми делами. От эксперта они узнали, как написать заявку и о существующих грантовых конкурсах. Мы хотели бы некоммерческую организацию сделать как бы универсальной. Поэтому мы выбрали именно направление как социальная среда. Первый проект мы писали на грант республики главы Ильдархан по проекту Белоглинка. Это территория, охраняемая территория. Хотели бы благоустроить. У нас есть еще в Бичинче, как это памятник 9 у нас проходит 9 мая. Мы тоже хотим его облагоустроить. В течение 2 дней участники применяли знания на практике, много общались, задавали вопросы эксперту. Мероприятие прошло плодотворно. Руководители и члены НКО признались, что получили много полезной информации. Теперь планируют подготовить проекты и принять участие в грантах, которые каждый подобрал для себя индивидуально с помощью опытного эксперта. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В России впервые вступят в силу ГОСТы для плавательных бассейнов. По документу система их вентиляции и кондиционирования воздуха должна обеспечивать тепловой комфорт, высокое качество воздуха и низкий уровень шума. Содержание хлора в воздухе в бассейне не должно превышать 0,1 мг на кубометр. Хлороформа не более 0,05 мг. Присутствие озона в помещении недопустимо. Для подогрева обходных дорожек необходимо напольное отопление. Меры вступят в силу с 1 декабря текущего года. 4 золотые медали завоевали якутские борцы в столице республики. При поддержке Алроса завершился 16-й международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. В одном из самых зрелищных спортивных соревнований приняли участие борцы из 11 зарубежных государств и 12 регионов страны. Подробнее о схватках финального дня и его результатах в материале Лилии Бурцевой. Нургун Сергин первым принес сборной Якутии золото турнира Дмитрия Коркина. Выходец Мирнинской школы вольной борьбы выступил в весовой категории до 92 килограммов, где уверенно стал финалистом турнира. В борьбе за золотую медаль соперником якутского вольника стал спортсмен из Молдовы Шахман Жабраилов. Первый балл Нургун Сергин заработал активной борьбой, а затем сумел совершить успешный проход. Он одержал победу со счетом 3-0. В категории до 70 килограммов на высшую ступень пьедестала 8-й раз за свою карьеру взошел якутянин Виктор Рассадин, выступавший за сборную Таджикистана. Он победил со счетом 9-2, улучшив свой рекорд по количеству золотых медалей международного турнира. Мой опыт, мое желание победить, оно меня не подвело, поэтому всем спасибо, всем, кто пришел поболеть. Понимаю, что сам выиграть это, конечно, нехорошо, но это такой вид спорта, где кто больше трудится, тот и выиграет. Тут нету никаких секретов, там повезет кому-то, не повезет. Такого нету, здесь только черная работа. Во второй золотой финальной схватке в категории до 65 килограммов победу отпраздновал японец Рейджи Учида. Он уверенно обыграл Владислава Кривошапкина из сборной Якутии, показав высокий уровень и опыт призера первенства мира. Первый период завершился со счетом 4-0, а к концу встречи счет составил 5-0. Я очень рад быть на этих соревнованиях. Здесь очень популярна борьба и сильные спортсмены. Якутия очень интересная, и я рад быть тут. Я очень постараюсь на Олимпийских играх в будущем. Поддержать спортсменов пришел двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Магомед Рамазанов. Он отметил высокий уровень подготовки спортсменов и организации турнира. По его словам, он был удивлен тем, что мероприятие соберет столько зрителей. В течение 2 соревновательных дней спорткомплекс «Триумф», который вмещает более 3000 зрителей, был переполнен. Столько любителей вольной борьбы собиралось в последний раз на Кубке мира в 2019 году. Впечатления шикарные, честно сказать, и организационные моменты, и сами выступления спортсменов, и в целом гостеприимство я не сомневался. В общем, я доволен, даже больше, чем доволен. По технике последняя схватка, Рассадин показал класс, хотя другой парень, Капринов, он тоже призер России, тоже очень хороший спортсмен, высокого уровня. Рассадин намного опытнее,
и показал класс сегодня. Крупное спортивное мероприятие провели на высшем организационном уровне. Многие годы компания «Алроса» является генеральным партнером турнира. В этом году на 16-м международном соревновании компания выделила средства на призовой фонд и организацию мероприятия. Поддержка спорта в стране, в нашей родной Якутии, поддержка здорового образа жизни, тяга, занятия спорту всегда была одной из лучших традиций компании «Алроса». Участие такого количества государств является доказательством престижа международных соревнований. Поддержка со стороны основной бюджетообразующей компании республики «Алроса» вносит большой вклад в развитие спорта. Спортсмены нашей республики вновь подтвердили высокий уровень якутской школы борьбы, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. Триумфаторы соревнований получили сертификат на 200 тысяч рублей. Серебряные и бронзовые призеры по 100 и 75 тысяч рублей соответственно. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Таким мы увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.